Проходить диспансеризацию необходимо обязательно через каждые 3 года. Проводят ее по годам рождения. А вот если год не подходит под диспансеризацию, то можно пройти профилактический осмотр в поликлинике по месту жительства. Он тоже бесплатный. Сейчас уже мы не делаем такого большого разграничения. Диспансеризация, профилактические осмотры. Всех желающих, кто неравнодушен, скажем так, к своему здоровью, мы ждем, приглашаем и очень надеемся, что вы будете бдительны и не забудете о себе. Особенно обращают внимание специалисты на увеличение количества женщин, заболевающих раком молочной железы. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем отказываться от прохождения диспансеризации. Вовремя узнав о проблеме со своим здоровьем, можно уберечь себя от многих проблем в будущем, а возможно и продлить свою жизнь. До сих пор существует мнение, что железнодорожная медицина закрытая. Медицина только для работников железнодорожной компании. На самом деле это не так. Мы участвуем в программе государственной гарантии по Республике Коми и открыты для всех. Наряду с диспансеризацией взрослого населения не менее, а может быть даже и более важен профилактический осмотр детей и подростков. Возраст попадающих под диспансеризацию 2 и 3 года, а также 14 лет. Для детей двухлетнего возраста это осмотр педиатра, стоматолога и общие анализы. Для 2 других возрастных категорий более широкий спектр специалистов. Туда входит уролог, он осматривает мальчиков, туда входит эндокринолог, осматривает 14-летних детей, невролог, врач-офтальмолог или окулист. Плановые осмотры детей начнутся в октябре, но родителям уже сейчас стоит задуматься над тем, чтобы их ребенок в обязательном порядке прошел диспансеризацию. А для этого необходимо оформить письменное согласие в том образовательном учреждении, которое посещает ребенок. Врачи обращают внимание, что если ребенок по каким-то причинам, порой не всегда уважительным, пропустит плановый осмотр, то в будущем попасть на прием к специалисту будет затруднительно. Павел Дорников, Елена Двожик и Павел Щеглов. Вести Темала, Сосногорск. Специально для телеканала Юрган.